1980 год. СССР проводит летние Олимпийские игры. Талисман Олимпиады – олимпийский мишка иллюстратора Виктора Чижикова. РФМШ же, в свою очередь, в 1981 году принимает первую в истории всесоюзную математическую олимпиаду. 80-е годы в СССР ознаменуются окончанием эпохи застоя и началом перестройки. И пока в центре один генеральный секретарь сменяет другого, в стране РФМШ стабильность. Директор Чернобай, а выпускники – желанные кандидаты в студенты лучших вузов Советского Союза. Наши учителя не профильных предметов, не физики и математики, они все считали, что мы должны быть тоже с глубокими знаниями и по этим предметам. То есть химия, я помню, тоже нас спрашивали так, как будто мы химиками хотим стать, по иностранным языкам и по физкультуре даже. У нас урсоведов, историков, географы, биологи, у нас ведь очень мало часов. Это 2 часа, это 1 час, а программа-то остается та же. И вот вы представьте, какой, это педагогический труд, это героизм, что мы смогли освоить, дать, поднять уровень наших учеников. Они смело ехали в Москву, Ленинград, Новосибирск, и первый, что они сдавали экзамен, это был русский язык. Я горда тем, что мои ученики показали класс. Поступать сложно, учиться еще сложнее. Наши, я помню, преподаватели первую четверть, они даже не переживали, что у нас там по 40 человек в классе сидит. Они точно знали, что к концу обучения 8 класса половина класса просто отсеется. Учеба. Вот я всегда помню, что мы всегда ходили, там, решали задачи, это все. 50 задач дали, то это же с ума сойти. Касательно учителей, это была плеяда самых лучших учителей не только в области физики и математики, мы можем сказать, что это была и химия, и литература. Мы иногда не понимали, все-таки мы в физмат-школе учимся или учимся по каким-то другим направлениям и по каким-то другим курсам, потому что преподаватели все были как на подбор, все требовательные, все очень высокоинтеллектуальными, и какие-то преподаватели опережали свое время намного вперед. Я со своими детьми постоянно ездила на Медео. Дети же приезжие из интерната, живут в интернате из разных областей. Вот. И мне хотелось всегда показать детям все. И город показать. Я помню, как со своим первым выпуском, я их выпустила в 1979 году, тогда на Коктебе не было дороги, как сейчас. Машины не ездили, автобусов не было. И мы карабкались вот по этим скалам, по этим буграм и поднялись вот на эту самую высотку. И вы знаете, вот тогда я все-таки молодая. Что значит я была молодая? Я не боялась ничего. Я даже не задумалась над тем, что я веду детей по опасной зоне, так будем говорить. Сама молодая, еще вот только пришла из института. Казалось бы, дети на меня смотрят, я на детей смотрю. Они меня боятся, я их боюсь, по-моему. Вот. Но это страх все преодолимый. Я все преодолела. Математика очень такая вещь логичная же. И в рамках такой бинарной системы между нулем и одним, то, что сегодня все основано вокруг нас, говорится, цифра вся. И наша жизнь, наверное, тоже очень логичная. И получилось так, что вот эти вузы связали нас так, что переплелись не только там исходные точки или данные, когда мы поступали в школу, но и вся наша жизнь. Выпускники РФМШ очень дружные. Учишься всего 3 года, и потом дружишь всю жизнь. Для любого школьника встреча с известными личностями, с теми, кого показывали по телевизору или чей голос постоянно звучал по радио, важное и незабываемое событие. Для учащихся физмата такие встречи организовывались с завидной регулярностью. Гостями школы становились известные актеры театра и кино, общественные деятели. И, конечно, видные ученые, среди которых был и академик Орынбек Жаутыков. Когда входил Орынбек Жаутыков, то дети прямо с такими аплодисментами встречали. Но это была действительно хорошая встреча. Музыка жағынан да біз жақсы болдық. Сол кездегі балалар қарап отырсақ, біз бір өзіміз ансамбль құрдық. Сол ансамблімізге бір күні жаңа Досмұқажанды шақырдық.
Досмұқасан келіп, біздің мектептегі жаңағы ансамбліміздің бірінші концертіне қатысып, жаңағы келді. Сонда әлі есімде жаңағы, менің қалтамда бір 3 сомым бар енді. Содан мектепке дейін әкелгенде 2 сом 50 тиын болды. Жарым шығып баратыр енді. Ана 3 сомнан асып кетсе не болады деп. Соны біліп қойып, Мұрат Құсайынов айтады: балалар, мен отырғанда, ағаларың отырғанда қалталарыңа қол салмаңдар, өзім-ақ төлеймін деп бізді құтқарып кеткенім есімде. Нельзя не отметить тот факт, что выпускники РФМШ в настоящее время занимают самые высокие посты, преподают в лучших вузах мира и являются двигателями прогресса. Благодаря им РФМШ знают во всем мире. Благодаря их усилиям физмат стал брендом международного уровня. Важна была не сама физика или математика, которую, может быть, я сейчас не решу каких-то задач или примеров математических или физических, которые тогда решал, но была возможность структурировать свое мышление. И это помогает по сегодняшний день.